Предположительное число заключенных, попавших в лагеря пыток из-за репрессий китайского режима, достигло 3 миллионов. По неофициальным данным, в лагерях содержится более 7 миллионов человек. Обозреватель The New Arab и Middle East Eye Си.Джи Вералман опубликовал официальный доклад ЦРУ, в котором приводятся подробные доказательства того, что в китайских лагерях содержится 3 миллиона уйгуров и казахов. Китайские власти сажают в лагеря всех, кто пытается сохранить свою веру и культуру, не щадя ни детей, ни взрослых. Официальный Пекин заявил, что заключенные, содержащиеся в так называемых центрах профессиональной подготовки, являются радикалами и людьми с неправильными взглядами. Генеральное бюро адвокатов при Министерстве юстиции Израиля выяснило, что заключенные, содержащиеся в израильских тюрьмах, сталкиваются с жестокими пытками. В официальном докладе бюро указывается, что между 2017 и 2018 годами были проведены проверки 19 тюрем, в результате которых выяснилось, что в адрес заключенных использовались оскорбительные слова, люди вынуждены были спать на бетоне из-за переполненности камер, узников наказывали, надев наручники, и без каких-либо причин обыскивали, раздев догола. Капитан стражей иранской революции Хусейн Селями пригрозил Соединенным Штатам Америки, направившим авианосец в Персидский залив. Селями сделал следующее заявление: «Если Америка откроет огонь, мы нанесем ответные удары». До недавних пор присутствие американского флота в Персидском заливе считалось угрозой, но сейчас это удобный случай. Передислокация вооруженных сил повстанцев-хуситов из 3 йеменских портов, в том числе Худейды, проходит под контролем ООН. Ожидается, что вывод будет завершен до 14 мая. За первый день хуситы вывели свои силы из портов Худейда, Рас-Иса и Ас-Салиф. Через порт Худейда поступает 90% продовольствия и 80% гуманитарной помощи, жизненно важной для граждан Йемена. Всемирная организация защиты природы опубликовала доклад о том, что ресурсы, потребляемые человеком, сократились вдвое. При таком потреблении нам понадобится 2, а то и 3 планеты, заявляют специалисты. Речь идет о скорости потребления ресурсов, которые практически не успевают восстановиться. Например, подсчитанные учеными ресурсы, необходимые Евросоюзу до конца 2019 года, закончились еще 10 мая. По словам ученых, главной преградой перед естественным восстановлением ресурсов является чрезмерный выброс сероводорода.